Это нелинейный локатор NR2000. В основном применяется для обнаружения электронных носителей. В нашей службе он широко применяется в ходе осмотра мест происшествий. Именно этот аппарат позволяет за считанные минуты найти выброшенные микросхемы, сим-карты и другие компьютерные или телефонные части, которые в основном использовались для создания взрывных устройств. Ярким примером применения на практике можно привести ЧП в марте 2016 года, когда недалеко от мечети в Насыркорском округе взорвался автомобиль, припаркованный рядом с частным домом. Покушение на убийство Чумакова. Вот именно вот этим нелинейным локатором в радиусе 150 метров нами была обнаружена симка, которая использовалась как один из компонентов взрывного устройства, подложенного под днище этого автомобиля. В арсенале у криминалистов есть техника, о которой Шерлок Холмс в свое время мог только мечтать. К примеру, этот прибор, источник экспертного света, позволяет обнаружить любые следы биологического происхождения. С его помощью следователям удалось раскрыть уголовное дело, обнаружив отпечатки пальцев и кровь на орудии убийства, которые преступник тщательно пытался замести. А вот прибор, позволяющий восстанавливать любой удаленный с телефона материал. Комплекс UFED Touch. Данное устройство предназначено для съема и копирование информации с электронных носителей, планшетов, телефонов, других устройств, таких как мобильные устройства. В нашей службе данное устройство применяется в ходе осмотра мобильных телефонов, изъято в рамках предварительного следствия. Есть возможность восстановления удаленной информации с применением данного устройства, а также звонков, СМС-сообщений, которые могли быть удалены до начала производства осмотра. И это только малая часть вооружения следователей-криминалистов. Вычислить преступника по ДНК, голосу или почерку – для них это выполнимая задача. А вот в этом кабинете все подозреваемые, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям, проходят проверку на ложь. Как видите, на мне сразу 6 датчиков. Все они подключены к компьютерному полиграфу. Следователь-криминалист может распознать, говорит человек правду, либо врет. Сейчас мы и проверим, как это работает. Вам нравится ваша работа на НТК Ингушетии? Да. Итак, говорю ли я правду? Ну, к сожалению, это не так быстро. Иногда приходится часами работать, на другой день переносить наши исследования. Но судя по тому, что вы охотно вступили в предтестовую беседу со мной по этому вопросу, я не думаю, мое предположение, я не думаю, что у вас какие-то проблемы, недовольства или какие-то связанные с работой есть. То есть, скорее всего, работа мне все-таки нравится. Да, но экспертно подписать, конечно, надо было бы с вами, когда вы будете посвободнее, мы поработаем дольше. Хамзат Фирзаули провел более 800 исследований на полиграфе. Степень искренности за время работы научился распознавать еще и по поведению подозреваемых. Но так или иначе, детектор лжи обмануть невозможно. К сенсорному блоку подключаются, соответственно, датчики. Давайте могу описать даже верхнее дыхание, нижнее дыхание. Кожно-гальваническая реакция, датчик кожно-гальванической реакции, датчик плетизмы, датчик тремора, датчик артериального давления. Вот можете обратить внимание, она похожа на тонометр. И дальше этот сенсорный блок подключен к компьютеру, и посредством специального программного обеспечения уже идет запись физиологических реакций в ответ на предъявляемые стимулы. Свой праздник криминалисты встречают на боевом посту. Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии Андрей Коновод поздравил специалистов с 67-й годовщиной образования службы криминалистики, отметив их заслуги и профессионализм, который помогает раскрыть любое сложное преступление. Но дела не ждут, тем более уголовные, а потому одно совещание сменяется на другое. Назрановский и межрайонный, да? 3 у нас дела. 3 дела, да. Должны идти по убийству. Их работа тяжелая и кропотливая, но в то же время и чрезвычайно интересная. Поэтому они и выбирают эту профессию, как это сделал и Микаил Барахоев. Когда он только начинал свою деятельность в криминалистике, на вооружении были лишь фонарик, фотоаппарат, линейка и лупа. Теперь же целые выездные лаборатории. История появления службы криминалистики в регионе берет свое начало с момента создания прокуратуры Ингушетии в декабре 1992 года. Тогда же была введена должность прокурора-криминалиста в одну штатную единицу. А уже в 1999-м вступить на нее предложили Микаилу Барахоеву, который в то время работал прокурором отдела по надзору за следственным дознанием и оперативно-розыскной деятельности.
Был единственным прокурором-криминалистом на всей территории нашей республики и на все происшествия тяжкие, особо тяжкой категории, и мне приходилось выезжать самому. Даже на просто некриминальные трупы, так мы их называем, которые без признаков насильственной смерти обнаруженные трупы. Вот. По всей республике приходилось самому, значит, выезжать и оказывать посильную помощь раскрытию, расследованию преступлений следователям. В 2007 году после реформирования правоохранительных структур отдел криминалистики создали в Следственном управлении. Коллектив небольшой, но самое главное, здесь собрались профессионалы своего дела в лице старшего криминалиста, 2 следователей-криминалистов и нескольких экспертов. Пользуясь случаем, от всей души хотел бы поздравить всех своих коллег, следователей, криминалистов, именно Следственного управления по Ингушетии, всех коллег своих, значит, по Следственному комитету Российской Федерации, ветеранов, криминалистов. Вот. И пожелать им крепкого здоровья, успехов в ратном труду и долгих и счастливых лет жизни и семейного благополучия. Только за 9 месяцев этого года 85% тяжких и особо тяжких преступлений удалось раскрыть благодаря работе этих специалистов. Основная масса таких преступлений, она раскрывается. Даже если преступник скрылся от следствия и суда, то не сегодня, завтра, то через 5 лет, то через 10 лет. Вот недавно у нас случай был задержаны лица, которые совершили убийство 15-летней давности. Жили у нас их где-то 7-8 человек таких задержан в течение этого года. Все они были, значит, объявлены в розыск за совершение преступления, предусмотренным статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство. Все они задержаны, сейчас находятся под стражей. 3 уголовных дела уже направлены в суд, остальные сейчас готовятся к направлению в суд. Они, как правило, первыми прибывают на место преступления в составе опергруппы. Благодаря профессионалам своего дела раскрыты сотни запутанных дел. Зелимхан Калоев, Акрамат Тасхоев, Новости 24.